Между тем, основной подъем заболеваемости коронавирусом прогнозируют в феврале. Единственный способ надежно себя защитить – это вакцинация. Как работают прививочные пункты и какие препараты есть в наличии в республике, расскажет Мадина Халикова. Вирус стал заразнее и распространяется быстрее. Третий год мир живет в условиях пандемии коронавируса. И формы инфекции постоянно мутируют. Не успели люди оправиться от тяжелой дельты, как ей на смену пришел более контагиозный омикрон. И пока в Якутии его еще нет, но после длинных выходных вероятность завоза не только из-за границы, но и регионов очень высока. Специалистами в ближайшее время прогнозируется рост заболеваемости, вызванной новым штаммом омикрон. Этот штамм будет характеризоваться преимущественным поражением иммунной системы, очень высокой заразностью и способностью к быстрому распространению, что, конечно, может вызвать перегрузку системы здравоохранения. После осенней волны заболеваемости сейчас идет значительный спад, и тому причина – высокие темпы вакцинации. Жители республики даже в новогодние праздники проявляли ответственность и приходили в прививочные кабинеты, которые не прекращали работу. В праздничные дни мы работали ежедневно с 9 до 3. Средний темп вакцинации у нас был. За вообще новогодние праздники мы вакцинировали около 400 человек. На данный момент все вакцины у нас в ковид Гамковид-Вак, Спутник Лайт, Эпивак Корона и Ковивак. Призываю население вакцинироваться, так как идет очень опасный штамм ковида. Это получается омикрон штамм. Да? После вакцинации, конечно, защита будет намного лучше. Нельзя забывать и о ревакцинации. Проводить ее нужно спустя 6 месяцев после получения прививки либо перенесенного заболевания. Кроме того, уже есть случаи одновременного заражения коронавирусом и гриппом, что характеризуется резким подъемом температуры и потерей вкуса и запахов. Это обычная практика уже. Микс инфекций разных ОРВИ и новой коронавирусной инфекции. В общем, клиника ничем не отличается от новой коронавирусной инфекции и от гриппа. Симптомы схожи и выявляются в основном только лабораторно. В феврале мы ожидаем подъем заболеваемости, и сейчас самое подходящее время получить вакцину и выработать иммунитет. Чтобы остановить распространение коронавируса и вернуться к нормальной жизни, необходимо, чтобы привилось 80–90% населения. Сейчас в республике этот показатель чуть более 70% среди взрослого населения. Прививочные пункты ежедневно работают во всей республике. Записаться можно как по телефону, так и на портале госуслуг. Мадина Халикова, Григорий Охлопков, Якутск.